Изменилось? Ты сейчас точно знаешь, как Изменилась Айна Гитагазова? Не изменилась, ты Вообще просто не... меня узнал. Смотри, открывайте, я сейчас... Сценический образ и реальность — это разные вещи. Все, вот реально мне больше понравилось. Как моя сестренка сказала, двоюродная, дал Гештелта, и сейчас нет в живых. Она маленькая была совсем. Мы еще в Ташкенте жили тогда. И первые мои концерты, помнишь, в Ингушетии? Какой 2000 год? Да, 2004, вот в эти годы. Я еще школьницей была тогда, маленькая была. И мы сестренку забрали из Ингушетии туда, в Ташкент, ей там климат больше подходил, чтобы чуть-чуть там ее развеять. И подкрепилась, чтобы она... А я тогда занималась танцами, там, вот всякие вот самые жестокие виды танцев. Нет, не мегазвезда, просто я тогда фанатично там увлекалась вот этими всякими танцами, и вот нагрузка вся вот эта профессиональная, которая должна быть у танцоров, это все я делала. После этого я приходила домой и ставила эксперименты на своих сестрах, заставляла их все то же самое, что я на занятиях делала, я заставляла их делать часами. У них не было выбора, делать или не делать, я их заставляла в любом случае, кричала на них. И Рима звали сестренку мою, и она уже через какое-то время, когда она ехала к нам, она прям фанатела с меня. Мало того, что я ее сестра двоюродная, но она с меня именно как с артистки фанатела. Тогда еще? Тогда, да. Ну, я же выступала рано. Да, потом у меня перерыв был большой. И она такая через какое-то время, уже после всего этого, говорит: Лилы Айна, милую цена, хинделари, тансага язык. Матка Бежеева тоже я пригласил, также познакомить лицо ЛРТ, еще ЛР. Да, матка, артист мой, шаяла, тани не зарядишь. Сейчас деревенский, я видела это. И, кстати, там есть отрывок про вас, и когда она рассказывала это, подожди, бро. Когда она рассказывала, реально, то, что у меня было с вами, какое отношение, вы как относились, это тоже подтвердилось. И, честно сказать, Айна Ахица и Лашун просто узнали ее поближе, да? Да, вот я сейчас перестала делать прямые эфиры, если вы заметили. Да. Потому что все равно, знаешь, когда ты шутишь, когда ты, где-то бываешь с собой, на сцене ты все равно... Да, образ. Показываешь только свои самые лучшие стороны, самые светлые стороны ты на сцене показываешь. А в жизни ты можешь пошутить, ты можешь на грубость иногда не выдержать, ответить грубостью. А люди же по-разному это воспринимают. Поэтому я решила не ломать представления некоторых людей, которые считают, что... те люди, которые им нравятся на сцене, да, что они прям вот идеальные, хорошие, без недостатков. Но, скажу откровенно, у любого человека есть недостатки. Идеальных людей не бывает. Понятно. Да, мы стараемся, конечно, с ними бороться. И понимаем свою ответственность, так как мы на публике, на нас дети смотрят, молодежь смотрит. Где-то в чем-то пример, может быть, берут с нас. Да. Поэтому надо показывать только хорошее.